Республиканской детской клинической больнице появится новое оборудование. Глава Коми Владимир Уйба поручил Минздраву региона проработать вопрос о приобретении компьютерного томографа, операционного микроскопа и реанимационного оборудования для учреждения. Сделал это он во время визита в лечебное учреждение. Здесь вместе с главным врачом он обсудил в том числе и вопросы развития и улучшения оказания онкологической помощи детям. Владимир Уйба встретился с врачами отделения онкогематологии, которому в этом году исполнилось 10 лет. Глава республики поздравил коллектив с юбилейной датой, поблагодарил за самоотверженный труд, внимательное и терпеливое отношение к тяжелейшей категории больных детей. Встретился Владимир Уйба и со студентами лечебного отделения мединститута Сыктывкарского госуниверситета имени Екатерины Сорокина. На базе больницы они проходят курс педиатрии. Глава Коми пожелал будущим врачам успехов в обучении и призвал после получения диплома об образовании возвращаться в родные города и районы, чтобы работать в больницах республики, где сегодня есть потребность в медицинских кадрах. Я республику всю проехал вдоль и поперек. Конечно, основная проблема сегодня приезжаешь в любой уголок республики. Это дорога и отсутствие медицинского персонала. Это удивительно, школы битком по персоналу 100%. Приезжаешь, вот, как в деревне Хабариха, да, там, Уссылинский район. Школа 100%, в чем полная десятилетка. Единственный фельдшер выходит на пенсию, фельдшера найти не может. Ну, слушайте, это, я говорю, а в чем проблема? Почему? В чем разница? Там высший специалист, педагог, да, здесь высший, допустим, врач. Там 100% педагог, у нас проблема. Поэтому не отворачивайтесь от районов. На самом деле, вы же понимаете прекрасно, если в районе просмотрят, то потом никакие высокие технологии уже либо будем вваливать и пытаться хроническую форму там как-то вывести на приличное состояние. СО министра здравоохранения Коми Борисом Александровым и главным врачом Республиканской детской клинической больницы Игорем Кустышевым Владимир Уйба обсудил строительство нового корпуса. Он позволит открыть отделение паллиативной помощи, улучшить оказание медпомощи детям с онкогематологической и психоневрологической патологиями. Проектирование объекта, к слову, уже ведется.